Республика Коми. Уникальный регион, где рождается воздух, где с небом разговаривают каменные старцы, где вечно зеленые леса берегут непуганных зверей. Здесь живут люди, искренне любящие свой суровый северный край. Но иногда им хоть на чуть-чуть хочется сменить бескрайнее море тайги на обычное море, и лучше черное. Девятилетний Рзаев Амир из Сыктывкара впервые видит лебедей так близко и впервые встречает весну на море. В санаторий «Северное сияние» они с мамой приехали всего пару часов назад, но планы на ближайшие 3 недели мальчик уже составил. Отдыхать и ходить на море. Здесь красиво, чистый воздух, природа. Да. Очень понравился санаторий. Персонал доброжелательный, нас встретили, соответственно, привезли. Все везде показали, объяснили. Мы очень в восторге. Рядом море, близко, очень красиво. Маленькие, но такие трогательные детали в точке приема отдыхающих – ниточки, что связывают крымскую землю с далеким холодным краем. Они напоминают, северное сияние – это тоже часть Коми. И здесь всегда готовы обогреть солнцем и гостеприимством. Впечатление первое, это как будто мы в сказку попали. 12 месяцев, да? Это из зимы минус 20, плюс 20. Я очень рада, что у нас в республике, в нашей Коми, есть такой санаторий в Крыму. И что можем себе позволить, кто не может себе позволить, даже малоимущие, отдохнуть вот на первой линии моря. Возможность приезжать из зимы в лето у жителей Коми появилась не так давно. Раньше санаторий работал всего 6 месяцев в году. Несколько лет назад глава республики Владимир Уйба решил это изменить, чтобы дать возможность большему числу северян отдыхать и лечиться на море. И людям эта идея понравилась. В марте этого года, возвращаясь с передовой, губернатор заехал в «Северное сияние», чтобы пообщаться с отдыхающими земляками. Я когда пришел работать в республику, первое, что я спросил, почему не работает «Северное сияние» круглый год. Почему не работает? Говорит, а никто не поедет зимой. Я говорю, кто это сказал? Конечно, сейчас я знал, что поедет. А знаете, что до 2021 года, вот пока я пришел, отдыхало в «Северном сиянии» даже те полгода, когда он работал, из республики Коми всего 10% от общего количества. Ну почему? Я тоже задал вопрос там своим коллегам, которые местные, которые работали раньше, я говорю, почему? Никто не ехал. В итоге Владимир Уйба смог переубедить чиновников региона. И теперь здесь не 10, а 90% отдыхающих из Коми. Причем большинство приезжают по бесплатным путевкам. Так у «Северного сияния» началась новая глава. А с чего же вообще возникла его летопись? И тут стоит начать с истории города Саки, где расположена наша здравница. Почему именно здесь столько санаториев, среди которых федеральные гиганты – военный клинический санаторий имени Пирогова и спинальный санаторий имени Бурденко? Саки – небольшой город в Крыму, но с богатой историей. Это первый крымский курорт. Тут лечился Гоголь, сюда, по преданию, приезжал император Николай I, потому что именно здесь располагается природная сокровищница Крыма – озеро с лечебными грязями. В истории озера был очень засушливый период, примерно 100-150 лет, когда озеро полностью пересыхало, образовывались кристаллы соли, а за зимний период они не успевали перейти в раствор. И только верхнюю часть, небольшую, примерно сейчас 1,40 м, 1,20 м занимают черные илы, так называемые пилоиды. Вот мы их и называем лечебной грязью. Озеро образовалось еще в ледниковый период. Льды начали таять, уровень моря стал повышаться, образовался глубокий залив. Ученые посчитали слои донных илов и выяснили – озеру больше 5000 лет. Тогда же появилось и упоминание об этом чудесном водоеме. Первую рекламу бальнеологическому курорту сделал отец истории Геродот. Именно он рассказал об озере у моря, где применяли египетский метод грязелечения. В Египте брали грязь, нагревали в виде медальонов на циновках, затем укладывали туда больных людей. Ничем она не отличается от современного, просто в настоящее время грязь подогревает электропаровым способом и применяют грязелечение в помещениях.
В новейшей истории Саки стал известен еще одной причиной. После Первой мировой войны стало понятно, что России нужно свое химическое оружие. Было решено делать его здесь, в Крыму. Рапа, особая водоросль Сакского озера, идеально подходила для создания брома. Продукцию местного химзавода активно покупали разные страны мира, от Англии до Индии. Работа с едкими веществами подрывала здоровье сотрудников. Поэтому после Великой Отечественной войны для них между озером и морем построили профилакторий, чтобы те, восстановив силы, могли трудиться на благо большой страны. Сюда с мамой, работницей химзавода, приезжал и маленький Гена Быков. Какой же изначально был санаторий? Ну, во-первых, начнем с дороги. Все дороги куда-то вели. Здесь дороги совершенно не было. И нам практически очень часто приходилось вот эти 2 километра пешком идти сюда. Не было ни зелени здесь, ничего. Вот здесь стояли везде, вот один к одному, плотненько деревянные дома, одноэтажные. Ну, как бы будками их не назвать, но удобств практически никаких. И только после того, как вот этот участок, переходя из рук в руки, в начале 2000-х выкупила Республика Коми, он начал преображаться. Пожалуй, самые значительные изменения здесь произошли за последние 3 года. С приходом энергичного директора Олега Кирейшина и при поддержке правительства нашего региона санаторий из памятника советской эпохи превратился в современную 3-звездочную здравницу. Начали мы все с ремонта фасада. Лицевая часть, которая выходит на море, полностью была отреставрирована, балконы были увеличены. Перекрыли протекающую крышу, увеличили тепловые мощности. Теперь тут комфортно при любой погоде. Отремонтировали и систему кондиционирования. А еще утеплили большой летний корпус. Он стал всесезонным. Переоборудовали столовую. Сделали ремонт в 30 номерах. Заменили даже мебель. Также мы 2 года назад из пустующих помещений, это было помещение библиотеки на 4-м этаже, помещение склада на 3-м и на 5-м этаже, мы сделали номера категории «Джуниор». Это огромный номер, 30 квадратных метров, с 2 большими балконами, но он объединен в один, с видом на море. Есть в этом номере все. То есть у нас эти номера пользуются колоссальным спросом. Люди приезжают, нам только «Джуниор», дайте нам на лето «Джуниор». Ну, и правда, шикарный вид, номер автономный, получается, в нем есть и маленькая кухня, и большая семья, даже с 3-4 детьми может приехать, спокойно разместиться в нем. Каждый шаг по территории санатория – возможность поделиться планами и показать, что изменилось. Нами была закуплена новая мягкая мебель, ее не было вообще в санатории здесь, тут стояли старые столы. Мы это закупили, поставили и каждый год докупаем, еще ставим в разных уголках. Также были в этом году поменены окна полностью, которые выдержали шторм века. Зеленые у нас ухаживают за растениями, постоянно поливают, постоянно приводят в порядок. Это наши счастливые отдыхающие сидят. Здесь у нас раньше было складское помещение. Мы его разобрали полностью и сделали зал лечебной физкультуры. Вот так он выглядит. Здесь у нас закуплено спортивное оборудование, спортивные тренажеры, шведские стенки, коврики для проведения занятий по лечебной физкультуре. Ну, достаточно просторный зал получился. Дальше мы в перспективе планируем здесь доставить, еще докупить новые диваны. Вот мы сейчас уже часть купили, еще будем покупать. Здесь будет у нас уже разработан проект и закуплено оборудование. Здесь будет лаунж-зона. Вместо старой библиотеки будет новая библиотека с красивыми столами. Здесь будет лаунж-зона с логотипом «Северного сияния», возле которой люди будут фотографироваться. Пока здесь у нас стоит теннисный стол. Дети играют в теннис, и стоит стол для американского бильярда. Тоже дети играют в бильярд. По поручению главы республики и министра образования нами был открыт класс самоподготовки, были закуплены планшеты, вот дети занимаются в этом классе. Нами принят в штат преподаватель, нерусскими словами он называется тьютор, Светлана. Она у нас проводит занятия по самоподготовке. Она помогает детям с их домашним заданием. Если надо, я подхожу, объясняю тему. Так как я учитель начальных классов и учитель математики, я могу им объяснить эту тему.
Отдельное внимание – благоустройству территории. Центр притяжения для детей и взрослых, открытый бассейн. Благодаря новой системе отопления вода здесь нагревается до 28 градусов. Спокойно можно купаться даже зимой. Тут же банный комплекс с раздевалками и небольшой финской сауной. Вокруг бассейна крытые дорожки, что приводят то к беседке, то к пруду с карпами, то к уютному укромному уголку. Ну, сосняк за бассейном растет. В сосняке есть грибы маслята. По осени, когда идут дожди, можно... У нас отдыхающие ходят с маленькими ведерками, собирают грибы. Ну, понятно, это не ваш белый гриб большой, но тем не менее. Привычные для нас сосны – неимоверный труд многих людей. В природе тут не предусмотрены цветы и деревья. Сухая степная почва, обжигающий соленый ветер, резкие перепады температуры и даже ураганы. На счету каждая травинка. Команда «Зеленых», так тут называют садовников, и днем, и ночью заботится о санаторных клумбах и палисадниках. В этом году из нового мы посадили лаванда, вот там у нас все методом как бы эксперимента. Посадили немножко, прижилось, значит мы дальше продолжаем в таком же духе. Вот. Хотим наших гостей удивить такими растениями южными. Например, у нас агавы есть. С той стороны у нас есть декоративный камыш. Те растения, которые в северных районах выращивают дома на подоконнике, у нас это растет на улице и радует наших гостей. Параллельно с улучшением интерьеров и территорий – обновление лечебно-технической базы. В лечебный корпус было закуплено оборудование, были выплачены кредиты. У нас УЗИ-аппараты и барокамеры, они были у нас в кредите. Мы погасили полностью кредиты, мы закупили и закупаем постоянно, обновляем. Мы в массажном кабинете полностью обновили все массажные столы. В грязелечебнице мы половину столов обновили, мы купили фитобочку, мы купили аппарат гейзер. Сейчас еще придет 2 ванны. Специалисты санатория с радостью проводят экскурсии по лечебному корпусу. Им есть что показать и есть чем гордиться. Это магнитотерапия, аппарат «Полюс». Вообще у нас несколько видов аппаратов магнитотерапии. Физиокабинет хорошо оснащен физиопроцедурками, аппаратными. Сейчас мы находимся в кабинке гидромассажа. Значит, гидромассаж представляет собой двойную процедурочку. Общая ванна и массаж всего тела. Струя воды хорошо размягчает и разбивает соли, которые накапливаются на суставчиках. Улучшается кровоток, лимфоток. Это как пассивная физкультурка. Девушка лежит, а ее мышцы в работе. Редкое сочетание приятного с полезным. Суперсовременная медицинская техника дополняет классические методы лечения – массаж, ванны, ингаляции, фитотерапию и, конечно, грязелечение. То, из-за чего сюда возвращаются вновь и вновь. В санатории «Северное сияние» метод лечения грязью особенный, передовой. Грязь у нас идет одноразового использования. Грязь закупается в гидрологической станции, где непосредственно есть хранилище грязевое, пакуется в пакеты, согревается в термостатах и наносится непосредственно на болевые участки. Идет небольшое использование грязи, но поскольку она одноразового использования, то это идет очень эффективный метод. Заболевания опорно-двигательного аппарата, остеохондрозы, артриты, артрозы, патология кожи, псориаз и атопический дерматит, стоматологические проблемы. Черное крымское золото способно заменить гору таблеток. Очень хорошо у нас лечат бесплодие, мужское и женское. Благодаря нашей сакской грязи очень многие женщины обрели материнство. И это радует. Были случаи, когда, приехав через 3 года, они уже были не одни, а со своими маленькими детками. Детям, к слову, грязи тоже показаны, и процедура им нравится. Еще бы, за такое грязеваляние мама точно не поругает. У меня ноги все были в синяках. И сказали, что больше не будет. Меня положили в пеленочку. Как малыша? Да, потом же вернули, и много одеялок. Потом развернули, ноги помыли, и все.
Как у тебя сейчас ножки чувствуют себя, расскажи. У меня не чувствуется нормально. Хорошо. Они готовы уже бегать по дорожкам? У нас грязь, мы ее как взяли, там, как за ребенком мы смотрим за ней. То есть она в хороших условиях у нас, комфортных условиях находится. Температурный режим. Потом перед подачей к процедуре она ставится в термостат, то есть нету элемента поджаривания ее. Выставленная температура, допустим, 42-45 градусов, то есть чтобы полезные вещества, аминокислоты, белковые фракции там не сворачивались, то есть она живая. Все лечебные процедуры после консультации и изучения медкарты прописывает доктор Браунер. Имя главного врача стало нарицательным не только в санатории, но и во всем курортном Саке. В республиканской здравнице он с момента ее основания. За свою многолетнюю практику видел много случаев, когда после его терапии отступали самые тяжелые болезни. Если бы людям не помогало, они бы сюда второй раз не приезжали бы. Тут некоторые по 5, по 7 раз, некоторые по 10. То есть они видят, что после пребывания в Саках, приема сакских грязей, у некоторых на полгода, у кого-то на год, все вот эти болевые ощущения, дискомфорты уходят. Отмечает доктор Браунер и перемены, что произошли в последние годы. Во-первых, круглогодичный режим работы позволил решить вопрос с ценными кадрами. Раньше специалисты уходили, как только заканчивался пляжный сезон. Вынуждены были жить до следующего подработками. Во-вторых, по оснащенности «Северное сияние» теперь в полном порядке. Несмотря на вот эту компактность нашего санатория, он небольшой, он не огромный, но у нас практически все есть для того, чтобы оказать все виды физиотерапевтической помощи, обследований. Мы нафаршированы аппаратурой очень даже неплохо. Спасибо дирекции санатория. Помните фразу «кормят как в санатории»? Питательно и разнообразно. Здесь кормят именно так. Вкусная и понятная еда 3 раза в день. Очень вкусно вообще просто. И супчик, и все, и первое, и второе, и десерт. Очень вкусно. Угодить и взрослым, и детям. Соблюсти баланс белков, жиров и углеводов, да еще так, чтобы блюда ни разу не повторялись за все 3 недели, что длится смена. Задача непростая. Но кулинарная фантазия диет-сестры «Северного сияния» с ней однозначно справляется. Многие даже просили у нас рецепты некоторых блюд, запеканочки, например, там, или сырный суп, который будет у нас буквально на днях. Вот они говорят, дома мы не готовим такое. А здесь они, как говорится, им нравится, и они говорят, мы дома будем тоже так готовить, как вы. И мы делимся с ними рецептами. А как же пища духовная? И ее тут достаточно. Я художник. Бильярд есть, показывают кино, концерты, могут показывать там джаз. И еще на какие-то экскурсии можно поехать. Там сафари-парк, Ласточкино гнездо, пещера Таврида. В общем, интересно. Сам по себе климат хороший, поэтому советую всем сюда приезжать, отдыхать. Замечательно. Здесь классно. Анимация на весь день. Танцевальная, художественная, спортивная. Когда дети видят белого мишку Мика, сразу понимают, веселье начинается. Пельмени против звездочек. Дети в Уктыльце Сергея Попова попали в разные команды. И как же вы тогда болеть-то будете? По очереди. Победит дружба, я надеюсь. Как вообще вам пребывание в санатории? Что можете сказать про анимацию? Анимация очень замечательная. В санатории очень хорошо, очень красиво. Все изменилось. Мы здесь уже 2-й раз. Прямо на глазах все меняется, все лучше и лучше. Спасибо нашей республике за такой хороший санаторий. Процедуры хорошие, тоже много куда хожу. Так все хорошо, тут красиво и гуляем каждый день. Тебе здесь нравится? Да, Тебе тут весело? да, А что тебе здесь нравится особенно? мне все тут нравится. Очень хорошо. Чуть ли не целыми днями у нас и детская площадка. Мы и туда ходим. Между процедурами очень удобно. Всегда идут какие-то развлечения для детей. И вечером хватает. Вчера был поле чудес, и дети тоже нам помогали. Слова отгадывали. За настроение в «Северном сиянии» отвечают Альбина Сумзина и ее команда.
Мероприятий у нас очень много, начиная от танцевальных мастер-классов, которые очень любят наши взрослые мамы, бабушки и даже мужчины посещают. Фитнес с резинками, стрейчинг, пилатес, аэробика танцевальная. Также у нас есть художественная арт-терапия. Она подходит и для детей, и для взрослых. И расписываем и камни наши морские, они увозят с собой сувениры, гипсовые фигурки, подделки и, конечно же, целые картины, пейзаж, море с нашим Крымом. Под каждый заезд своя программа, в зависимости от предпочтений. Кто-то больше любит танцевать, другие не выпускают кисти из рук, ну а третьи поют, когда петь хочется. Оно не вышла девчина, вышла ее мати. Здравствуй, здравствуй, милый зять, пожелай тебе хату. Любимые народом песни подхватывает соленый крымский воздух, и к веселой поющей компании присоединяется все больше людей. Местный баянист Антон Иванович Коваль с удовольствием аккомпанирует отдыхающим. В этом заезде подобрались отличные голоса. Позитивному настрою врачи санатория только рады. Говорят, так лучше помогает лечение. Творческий и семейный дуэт Беловых всегда хорошо принимают в нашем санатории. Ян и Регина отмечают, коми-здравница все хорошеет. Это видно даже по залу, в котором проходит концерт. Зал хороший, вот буквально, насколько я знаю, то есть к этому залу ровно год, да, как вот освежили, да, можно сказать, поэтому как бы каждый раз идет какие-то инновации, да. Лечение, хорошее обслуживание. Я тут была где-то лет 15 назад, и вот сейчас второй раз, мне очень нравится. Спасибо нашему УИБ, спасибо Владимиру Путину, то, что он беспокоится о детях, о пенсионерах. Мы все очень довольны. Нина Пименова, Татьяна Глазунова и Константин Овчинников приехали из разных городов Коми. Но кажется, что знакомы так давно. Смеются. В северном сиянии все 33 удовольствия. Оттого ноги и просятся в пляс. Ведем активный образ жизни. Занимаемся стрейчингом, ходим на концерты, дискотеки. Участвовали в поле чудес. Нет, это замечательно просто. Проводим время здесь. Ну и обслуживаем. Респект отдельно, я бы сказал, еще и столовой там. Работают от души, конечно, и кормят классно. Ну, а развлекательно с такими девочками как на танцы не пойдешь? Здесь же в санатории можно выбрать маленькое или большое путешествие по полуострову. Исторические, экстремальные, пешие и на яхтах. Даже есть гастрономические. Маршруты на любой вкус, возраст и характер. Крым совсем небольшой, но его туристические возможности поистине безграничны. Здесь найти можно все. Здесь можно найти обрывы, и водопады, и горы, и степи. Недаром его так любили режиссеры. Вот здесь можно снять фильм на любую тематику. И подводные можно окунуться, подводы, дайверы, и исследовать пещеры своеобразно, и найти свою историю, этнические экскурсии, народы, сколько здесь побывало, сколько здесь центров таких есть, церкви, монастыри, это тоже немаловажно. Отличное месторасположение, 30 метров до моря, целебная грязь, современная техническая база и слаженный, профессиональный, при этом чуткий коллектив. Люди, если у нас побывали, зачастую к нам и возвращаются. Именно не только что вот грязи, тут и сама обстановка, коллектив хороший, то есть доброжелательное отношение к людям. Готовность помочь в любой момент. Мы сдруживаемся с людьми, которые приезжают к нам неоднократно. А к нам приезжают
очень много раз. Значит, максимально у нас было из республики Коми Быкова Татьяна Петровна. Она к нам приезжала 17 раз. И вот только ковид немножко вот почему-то ее придержал. Есть люди, которые по 10 лет приезжают, по 15 лет. И мы всегда рады этому. За вот эти 3 года моей работы здесь у нас сформировалась команда сотрудников, которые работают, мы, скажем так, как одна семья. В зоне приветствия гостей красивая картина «Северное сияние». Ее сделала и подарила санаторию маленькая девочка из Воркуты. Веселую и смешливую Полину Бурганову тут знают и любят. Здесь она уже в 3-й раз. Ну, каждый раз мы приезжаем, и каждый раз санаторий становится лучше и лучше. Это радует, и хочется возвращаться сюда. И лечение, нам подходит лечение, самое главное. В чем проявляется это? Ну, у нас улучшение, у нас болезнь излечима, и у нас улучшение после санатория. Поэтому мы сюда хотим всегда. Полинка, быстрее бегаешь потом после, да? Да. Каждое утро мэр Саки Александр Авдиенко изучает сводку по заполняемости городских санаториев. В последнее время «Северное сияние» неизменно в лидерах. Градоначальника это не удивляет. Благодаря поддержке правительства Коми, губернатор, я знаю, здесь был, сделаны прорывные такие какие-то шаги, действия на открытие и на круглогодичную заполняемость. То есть не было круглогодичной заполняемости от слова совсем. Сейчас это наша визитная карточка. Пенсионеры и дети, ветераны Великой Отечественной и локальных войн, участники специальной военной операции и их семьи. Сотни жителей Коми теперь имеют возможность приехать по путевке в одно из прекраснейших мест на планете. Затем, чтобы увидеть на Черноморском берегу наше северное сияние.